Друзья, всем салам алейкум. Я сегодня дома, сегодня у нас 19 апреля, в Польше выходные дни, все мы сидим дома. Вот, сейчас выйду на улицу, чуть прогуляюсь, поезжу и сниму видео. Конек-горбунок ждет меня. Тут, короче, пошаманил я, чуть-чуть сделал. Сейчас поеду на улицу, чуть покатаюсь, погода прекрасная. Видите, какая погодочка теплая. Доеду до фитнес-клуба, посмотрю, пропуск мой работает или нет. Короче, друзья, ни магазины, эти праздничные дни, в общем, ничего не работает. Хотел я поехать купить чуть продуктов, но склепы, магазины все закрыты. И если они отдыхают, то отдыхают прямо от души, да? Вот. У нас бы в стране, какой бы праздник ни был бы, мы бы все работали бы, и наоборот, праздничные дни, как бы, мы бы зарабатывали, да? А тут не так. Тут люди праздничные дни, выходные, все отдыхают. Короче, открылся фитнес-клуб, филиал. В принципе, ехать от меня недалеко, 2 километра. Вот, и я решил перезаписаться в этот фитнес-клуб, потому что в тот, который я ездил, от меня далеко находится, где-то 8 километров, по-моему. 8 туда, 8 обратно, это очень как бы долго. Вот. И решил перерегистрироваться и в этот фитнес-клуб ходить. Я сейчас по карте посмотрел, вроде бы сегодня фитнес-клуб работает. А что я пешком иду? Вот мой конек-горбунок. Он такой маленький, удобный. Правда, конек-горбунок не мой, товарища Антона. Он у меня сейчас. Вот. Он работает дальнобоем. В данный момент он подал на карту побыту, печать получил и не может ездить по Европе работать. Сегодня я с ним поболтаю, интервью возьму. Он объяснит, как работать, что надо делать, чтобы работать на дальнобое. Ребят, сегодня я бы работал бы на доставке, но то, что праздники, рестораны в основном 50-60% все закрыты, а вы знаете, на доставке в основном все заказы с ресторанов, да? Поэтому на улицу выйти и сидеть попросту как бы смысла нету, да? Я всегда перехожу пешеходный переход пешком. А где пешеходный переход есть еще специально для велосипедов, велодорожки, то, конечно, я там пешком не прохожу, а проезжаю. Ребята, в Польше что хорошо, это очень много велодорожек. Вот таких. Мне кажется, даже в Москве их мало, а в Польше прям ведь по всему городу. То есть, если ездить на велосипеде, то очень удобно. И сама Варшава, в принципе, очень маленькая, да? А велодорожек, что, их очень много. И это радует. В выходные дни люди в основном с детьми ездят на велосипедах, родители. Вот, и это очень классно. Во-первых, это для здоровья хорошо. Во-вторых, экологично, экономично. Ребят, ехал, короче, и я понимаю, что у меня заднее колесо чуть-чуть спущенное. Я думал, где бы подкачать, может, к заправочку заехать. И ребят, смотрю, тут вот такой вот насос, рабочая, прям возле велосипедов. Тут, короче, они сдают. И решил подкачать. На что? Почему не попользоваться, да? Трошка подкачаем и поедем дальше. В принципе, зал у меня вон там, недалеко. О, ништяк. Тут даже есть, правда, запотела она. Видите, есть даже. Сколько атмосфер у тебя там. Все. Ставим на место. Так, закручиваем
Колпачок. И едем дальше, ребят. Так, друзья, прикрепил лейбу свою и Just Gym. Проверю, работает ли отпечатки пальцев и могу ли я ходить. Да, в принципе, открыто, но я не знаю, работает или нет, посмотрим. Так, сейчас, ребята, посмотрим, пропустят меня или нет. Мои данные еще, видимо, не перекинули в этот зал, поэтому меня не пускают. Дверь не открывается, значит, еще до конца меня не зарегистрировали, не перенаправили в этот зал, поэтому я пока не могу. На вот такую вот площадку детскую. Ну и тут детская площадка, взрослая. И вот тут вот такой бугорок есть. Вон там вон беседки. Я как-нибудь туда схожу, покажу вам. И лесок, такой парк. Есть зона отдыха, где можно шашлыки жарить. В принципе, от дома недалеко вообще, блин. Такой хороший район, если честно. Возле дома. Сейчас я заберусь на этот бугорок, сниму там для вас видео. Ребят, чтобы вы понимали, вон беседка. Вот мой конек-горбунок. Дом у меня вон там, вон, где красная крыша, ну через одну. И вот такой вот вид прекрасный. Тут дети зимой катаются, кто на санках, кто на лыжах. Вот там вот видите велодорожка. Вот там, по-моему, беседки. Можно шашлыки там жарить. Ну это элитные дома типа. Вот. И вот такой вот лесок. Ну, я бы сказал бы, очень большой. Я не знаю, пешком прогуляться тут. Ну, когда дети приедут, наверное, мы будем здесь гулять. И вот такие вот для велосипедистов вот такие вот искусственные горки. Ой, блин, вообще классно. И многие на велосипеде вот так катаются, виражи проходят. Тут люди с собачками. Ой, классно. Можно тут закат наблюдать. Особенно, ну, под вечер, да? Мой район, где я снял квартиру, в принципе, очень хороший для детей моих. Потому что тут свежий воздух, лес. В любой момент мы можем выйти погулять, на велосипедах покататься. Зимой сюда прийти на горках покататься. Вот. Я, кстати, первый раз сюда пришел. Но от меня тут идти там сколько, 300 метров. И мне некогда было сюда подойти. Вот сегодня выходной, и я пришел посмотреть. Блин, ну очень классно, мне нравится. Ой, ну как-то так, ребят. Жду своих детей. Поскорее бы, если они приедут, то будем гулять и веселиться, пикники устраивать, видео снимать, отдыхать, так скажем. Ну и работать, конечно. Всех обнял. Подписывайтесь на канал, ребят. Жмите на колокольчик, ставьте лайк. А парниша, видите, под углом едет на горочку. Вот и отец. Ну классно. Вот мой конек-горбунок ждет меня.